Разберем ситуации, в которых пешеходы имеют приоритет на дороге. Учебный автомобиль подъезжает к регулируемому перекрестку. Пока водитель стоит на запрещающий красный сигнал светофора, пешеходы переходят дорогу на разрешающий зеленый. Водители обязаны уступить пешеходам, завершающим переход дороги, даже при включении зеленого сигнала светофора. Подъезжая к перекрестку неравнозначных дорог, водитель должен уступить пешеходам, переходящим дорогу. Если водитель поворачивает направо или налево, и там идут пешеходы, водитель также обязан уступить дорогу пешеходам. В правилах также позаботились о безопасности пешеходов, переходящих многополосную дорогу. Пункт 14.2 ПДД обязывает водителей, подъезжающих к нерегулируемому пешеходному переходу, остановиться или снизить скорость, если аналогичные действия совершило транспортное средство в соседней попутной полосе. Следует запомнить, что в большинстве случаев водитель Б снижает скорость потому, что пропускает появившегося на переходе пешехода. Вообще останавливающийся водитель Б должен быть сигналом для водителя А о том, что на переходе появился пешеход. Поэтому водитель А тоже обязан снизить скорость или остановиться. Причем, если дорога многополосная, а водителей несколько, то все водители, которые движутся попутно с останавливающимся водителем, тоже должны остановиться. Если же водители проедут без остановки, то велика вероятность совершения наезда. Кроме того, проезд без остановки через пешеходный переход, когда рядом останавливается другой автомобиль, является нарушением. Однако бывают ситуации, когда все не так однозначно. Например, в случае, когда перед водителем Б образовался затор. В этом случае водитель А может посчитать, что остановка водителя Б связана только с появлением затора. На самом же деле водитель Б может остановиться в том числе и из-за появления пешехода. Если в такой ситуации водитель А продолжит движение, не убедившись в отсутствии пешеходов, то тоже может произойти наезд. Подобная ситуация может случиться также тогда, когда перед пешеходным переходом располагается остановка маршрутных транспортных средств. Тогда бывает непонятно, из-за чего, собственно, остановился водитель маршрутного транспортного средства. Возможно, он стоит потому, что производит в данный момент посадку или высадку. Также возможно, что он остановился для того, чтобы пропустить пешехода, переходящего дорогу. Если в такой ситуации водитель А проедет через пешеходный переход без снижения скорости, то опять же велика вероятность того, что произойдет наезд на пешехода. Чтобы в подобной ситуации не совершить наезд, водитель А перед выездом на переход обязан убедиться в отсутствии пешеходов. В большинстве случаев для этого необходимо снизить скорость перед переходом. Если же водитель не снизит скорость, то у него не останется возможности избежать столкновения. Причины этого очевидны. Пешеход не будет подозревать о приближении водителя, так как обзор ему закрывает автобус. При этом и водитель А не будет видеть пешехода. В итоге появление и пешехода, и водителя будет неожиданным друг для друга. При этом скорость автомобиля не позволит водителю А вовремя остановиться. Избежать подобного развития событий можно лишь подъезжая к переходу на безопасной скорости. Поступив так, водитель всегда сможет оценить приближение пешехода и при необходимости остановиться. Если водитель выезжает из двора или другой прилегающей территории, он обязан уступить дорогу всем участникам дорожного движения. И другим транспортным средствам, и пешеходам. В аналогичную ситуацию попадают и водители, решающие съехать с дороги. Согласно пункту 8.3 ПДД, они также должны пропустить пешеходов, путь движения которых они пересекают.
Если водитель подъезжает к остановке трамвая, расположенной посередине проезжей части, то он обязан уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему трамваю или выходящим из него. Правила не обязывают водителя ждать начала движения трамвая, чтобы продолжить движение. Однако, проезжая мимо маршрутного транспортного средства, нужно быть предельно осторожным, так как пешеход может появиться в самый неожиданный момент. И у него будет приоритет. Обязан ли водитель уступать пешеходу, переходящему дорогу вне пешеходного перехода? Обратимся к правилам. Пункт 4.3 ПДД указывает, что пешеходы действительно обязаны переходить дорогу по переходам, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров или обочин. В данном случае учебный автомобиль поворачивает налево и обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть, несмотря на отсутствие пешеходного перехода. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка пешеходам разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. Однако, в этом случае пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств, то есть приоритетом они не обладают. Есть категория пешеходов, имеющих безусловный приоритет при переходе дороги в любом месте. Согласно пункту 14.5 ПДД, водитель обязан во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Если на нерегулируемом переходе пешеход вступил на проезжую часть, то водитель должен уступить ему дорогу. Что означает это требование? Согласно ПДД, чтобы уступить дорогу, участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение или осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. Получается, что если водитель может пересечь переход, не создавая помех идущему пешеходу, он может продолжить движение. К примеру, когда пешеход только вступил на противоположную сторону проезжей части многополосной дороги. Однако, если же пешеход будет вынужден изменить скорость или направление своего движения из-за действий водителя, то водителю будет выписан административный штраф